Isang Pinoy na naman ang dadayo sa ibang bayan para magpakitang gilas sa larong suntukan. Ito ay ang tubong Iligan City, Lanao del Norte, ang alias Big Heart na si Kenny Dimisilio. Kakasahan niya ang makunat na Meksikano na si Kevin Gonzalez para sa 10 rounds na bakbakan na gagawin sa bansang Puerto Rico bukas. May kartada itong kalaban na 26 wins, only 1 defeat, 13 dito via knockout at ang tanging tumalo lang sa kanya ay si former world champion Murodjon Akhmadaliev lang. Habang itong si Kenny Dimisilio ay bit-bit naman ang record na 17 wins, 7 losses, 10 via knockout. Kung titignan mo ang kartada, ay tila balak ipalamon lang itong Pinoy, balak gagawing pampataba lang ng kartada ng Meksikano. Sa tingin ninyo, may palag ba itong si Kabayan kontra dito sa Meksikanong kalaban? Sa mga di nakakaalam, ay may laban na din itong si Kenny Dimisilio na sobra siyang dihado dahil bukod sa undefeated ang kanyang nakaharap, ay sa baluarte pa ng kalaban ginawa ang suntukan. Ito ay noong dinayo niya ang baluarte ni Putin taong 2018, ang bansang Russia, para kasahan ang undefeated na pambato nila na si Vyacheslav Mirzaev. Halos walang naniniwala sa dayong Pinoy na may pag-asang manalo sa laban. Sobrang dihado ni Dimisilio, pero sa mismong laban ay di lang basta-basta tinalo ni Kabayan ng Russian, tinumba pa at ang mas masaklap ay pinagretiro pa niya. Balikan natin ang nakakabilib na upset win ni Kenny Dimisilio kontra sa undefeated na Ruso. Ну что ж, первый раунд. И первое поражение потерпела Дандон. Большинство боев, естественно, провел у себя на родине, в Филиппинах, в прошлом году в марте, где проиграл по очкам своему соотечественнику Марку Энтони Джеральд. До этого различные региональные пояса Димисилио завоевывал. Например, был чемпионом WBA. Предыдущий поединок Kenny Dimisilio провел в 2017 году, в октябре. Но Финга в первом раунде. Ну и на месте руки у филиппинца. Там встретил его короткими боковыми Вячеслав, но удары пришлись в блок. И бойцы были танзанийцы, грузины и таиландцы, в смысле тайцы, но вот Сукпрасер Панпитак, тайский. Тем временем у нас второй раунд. 4 килограммов 500 граммов. Бойцы с перевесом вышли в ринг, но бой не титульный, поэтому есть определенный допуск по килограммам. Жестко по корпусу работает Димисилио. И попадает он. Видел. Вот, может быть, Вячеслав решил поработать именно так. Димисилио неплохо поджимает, вы знаете, неплохо поджимает. Да, пропускает удары, но, тем не менее, постоянно старается Мирзаева напрягать. Есть скорость, есть техника, есть интеллект, а вот нокаутерского панча нет. Так бывает. Задача простая, подойти и врезать. Вот боковой слева от Мирзаева, Вячеслав левша, это, естественно, зависит. Вот здесь хорошая серия от Вячеслава. Пробил и ушел. Порой где-то, может быть, чуть-чуть зря застаивается Мирзаев. С другой стороны, 10 раундов. Нужно где-то, может быть, распределить силы. Димисилио, которому 25. 12-раундовые поединки не проводил, но тоже проходил полную дистанцию в 10 раундов. Вот здесь неплохо. И здесь хорошо попадает. Джеб от Мирзаева. Раунд позади. Третий раунд. Хороший размашистый боковой и
Ему нужно работать на упреждение, а он подпускает Демисилия на удобную для того дистанцию. Потрясло. Демисилия, еще раз говорю, его задача подойти и врезать. Желательно сильно и желательно не один раз. Вот как сейчас. Пропускает эти удары с левша. Как вы знаете, с левшой нужно работать справа. Это логично. И по корпусу проходит удар у Демисилия. Послужной список Мирзаева на филиппинца вообще никакого впечатления не производит. И стал Вячеслав застаиваться. Его коньком всегда была, демонстрирует свои лучшие качества. И опять жестко подходит и бьет филиппинец. Подходит спокойно на удобную для себя дистанцию. Мирзаев почти перестал встречать Кенни. И, пожалуйста, тут же пускает в ход боковые. По корпусу с переводом на голову филиппинец. Вот какой-то сам не свой Мирзаев в этом поединке. Много позволяет он попадать по себе. Реально много. Филиппинец и глазом не моргнув. Подходит поближе и мощно. Да, размашисто, да, от бедра откуда-то бьет. Но достает ведь. Причем эти удары видно. Но вот нельзя стоять в углу Мирзаеву. Заканчивается раунд. Решил Слава поразмениваться. Ну, для Демисилио порубиться дело привычное. Ну что ж. Давай, Хорош. Ну вот Пащаев, Демисилио представляет островное государство Филиппины. О, смотрите, как взрывается сейчас Кенни Демисилио. Размашистыми хлесткими ударами достает он Мирзаева. Навязывает рубку филиппинец Вячеславу. Сознательно рискует, идет на обострение. Но он встречных ударов Мирзаева не опасается. Он их ощутил на себе. Прочно, у него из 4 поражений всего одно досрочное. И случилось это на заре карьеры еще в 2012 году. Жесткая работа Мирзаева. Отвечает Вячеслав. Вот там наш, я думаю, что мощность удара все же здесь преимущество у филиппинца. Опа! Вот это удар! Как Мирзаев выстоял, непонятно. Перестал двигаться Мирзаев на ногах, стал застаиваться. Ну и грех не воспользоваться такой ситуацией для Демисилио. Логично все. Нечего противопоставить филиппинцу пока Вячеславу Мирзаеву. Филиппинец поймал кураж, он понял, что он пристрелялся. Ну а вот это похоже на нокдаун все-таки. Да, здесь были удары. Заканчивается раунд. Демисилио в режиме финишера. Начал вязать Мирзаев. Ну хотя бы так, если ты не можешь уйти на... Пятый раунд. Кенни Демисилио усиливает натиск. Пытается огрызаться и упереться в центре ринга. Но не получается. И, по-моему, это пахнет, если не нокаут, а может быть и нокаутом. Там удар по корпусу пропустил Вячеслав Мирзаев. Да, это нокаут. Удерживает яркую победу на выезде, будучи в этом поединке андердогом. И стены помогают. Все сделал красиво. Ну что ж, поздравляем